Здравствуйте, меня зовут Емельянов Аял. Я ученик 2 класса. Я сегодня расскажу вам про инструменты, облегчающие тяжелый труд. Почему мы, жители Якутии, занимаемся заготовкой льда? Для чего это нам нужно? Как разные инструменты облегчают человеческий труд? Заготовка льда для питья – это традиционное занятие народа Саха, которое не утрачивает своей нужды на протяжении нескольких веков. Круглый год мы пьем воду из заготовленного льда, потому что у нас нет питьевой водопроводной воды. Заготовка льда начинается с первой половины ноября, когда на озерах и реках образуется 15 сантиметров ледостава. Эта работа требует выносливости и сноровки. После долгой зимы, когда потеплеет в феврале, мы запасаемся питьевой водой, закладывая лед в погреб, который будем пить до следующей заготовки льда. Теперь давайте разберемся, зачем он нужен. Заготовка льда в погреб очень удобный и простой способ заготовки питьевой воды на теплый период года. Лед, заготовленный в погребе, не тает, не портится, потому что погреб вырос в вечной мерзлоте. Так сказать, якутский морозильник. Хитрости, которые облегчают заготовку льда, передаются из поколения в поколение. И способы заготовки мало изменились в течение времени. Разве что добавились более удобные инструменты, которые наши отцы и деды делают сами из подручных материалов. Я с отцом выполняю некоторые домашние заботы. Отец всегда мне помогает их выполнить. Но так я еще маленький, заготовка льда мне не по силам, но я все равно хотел помочь отцу. Поэтому отец сделал мне инструменты, пользуясь которыми я ему помог в складке льда. Первый – это инструмент для рубки льда. А орудовать им было дело не из легких, но я осилил и рубил глыбы льда. Инструменты помогают легко, аккуратно, равномерно рубить лед на маленькие квадратики, совсем примерно 5 килограммов, которые я могу без особого труда поднять. Инструменты имеют ручку из металлической трубы и острого лезвия из листовой стали. Используя этот инструмент, я научился правильно мерить силу удара, чтобы с одного раза рубить глыбу. Это необходимо для того, чтобы лед не крушился на маленькие кусочки. Рубив весь лед на кубики, нам надо было их отпустить в погреб. Эта работа тоже опасна, можно подскользнуться и упасть вместе с льдом. Также надо отпускать лед осторожно, потому что он может разбиться вдребезги. Поэтому отец делал мне тиски захваты, которые захватывают лед, и ими удобно отпускать в глубину. Тиски сделаны из веревки. Научившись пользоваться тисками, я узнал, что при его использовании тратится мало моих усилий, ими удобно пользоваться, потому что не надо ходить туда-сюда из погреба наружу, таская по одному квадратику льда. В конце хочу сказать, что я
узнал много интересного, помогая отцу и используя инструменты, облегчающие тяжелый труд человека. Также я узнал, что мой отец ненужный металлический лом вторично использует для облегчения домашнего труда. Мне было интересно узнавать, как инструменты облегчают мой труд, и ими научиться пользоваться. Спасибо за внимание.